Зайнаб, дедык, Как ваше настроение? Нормально. Чувствую себя нормально. Хотелось бы начать наш с вами диалог с обсуждения вашей работы. Вы ранее мне сказали, что больше 60 лет работаете в сфере шитья, и хотелось бы узнать у вас, какими сложностями, трудностями вы сталкивались на пути в этой сфере, и что для вас значит эта работа? Сталкивалась с трудностями только в военное время. А так я всегда любила эту работу. Начинала я с 16 лет. Как получила паспорт, сразу поступила ученицей на фабрику в массовый пошив. Проработав год, но я параллельно училась на швейные курсы, проходила в ПАКе Кирова. Пошив женской, мужской, детской одежды была. На профессионала училась. После того, как я закончила курсы двухгодичные, я сразу поступила ученицей в ателье. Тогда эта фабрика называлась индивидуального пошива, пошива одежды. Проучилась я год там, и сразу меня перевели в мастера 4-го разряда. Вот. Начала работать. Проработав год, меня назначили бригадиром комсомольской молодежной бригады. Вот. Так я работала 13 лет в ателье номер 1 по Первомайской. После 13 лет, в 1977 году, меня направили на учебу в Ростов, на закройщика. Так, после закончила курсы закройщика в Ростове, как приехала, меня назначили закройщиком в ателье номер 17. И дали мне очень большую бригаду, 16 человек. Конечно, было очень трудно начинать сразу. В 17-м ателье я проработала 15 лет. После этого в 90-м году меня назначили заведующей 19-го ателье. Вот с тех пор я здесь работаю. Вот в 26-м году, в декабре, будет 60 лет, как я работаю в этой сфере. Так, и когда я работала по Первомайской, я 5-летний план выполнила за 2,5 года. Меня наградили золотым знаком. Вот. И были еще много значков, грамот очень много. Вот. Вот это вдохновляло, и был энтузиазм работать. Молодые годы, конечно. И вот когда началась война, все здесь было разрушено. Когда я вернулась на работу, здесь не было ни окон, ни дверей. Все было разворовано, растащено. И мне пришлось все начинать с нуля. Ремонт сама делала. Вот, купила несколько машинок, собрала опять свой коллектив, начали работать. Вот. На окнах у нас были тогда клеенки, не стекла. Оборудования не было, света не было. Утюги горели на приметейках. Конечно, было трудно, но мы не сдавались, работали. Коллектив у меня был хороший. Вот так проработали и работаем до сих пор. Клиенты у нас серьезные люди, всегда приходится очень тщательно работать. А вот вы как раз-таки сказали про клиентов. Какие подходы вы используете в своей работе, чтобы подобрать максимально хороший костюм, например, мужской? Хороший костюм подобрать, это хорошо шить его надо. Чтобы заказчик ушел довольный, чтобы у него было настроение вернуться обратно. Я всегда вкладываю все свои знания, всю силу, чтобы клиент был доволен. Вот. Я бываю очень... Иногда, если заказчик... Я чувствую, что он не очень доволен, я очень долго переживаю, где-то неделя проходит, у меня вот это осадок на сердце. Вот, неужели я ему не угодила? А когда он опять появляется, мне настроение тоже поднимается. Я стараюсь, чтобы заказчик был всегда доволен. И мастеров очень подбираю тщательно тоже. Я работаю с ними, сама их учу. Вот. Короче, я очень люблю эту работу. Никак не могу расстаться с этой работой, хотя мне много лет уже самой. Пора бы отдохнуть, но я люблю работать. Зайнаб, у нас сегодня запись как раз-таки проходит в вашем ателье.
и вы уже долгие годы являетесь руководителем этого ателье. Можете чуть подробнее рассказать про историю становления? С какими трудностями вы сталкивались в процессе открытия этого ателье? Когда я сюда пришла, это был еще Советский Союз, 90-й год. Здесь были старые закройщики, старые мастера. После Первой войны уже их никого не стало. Мне пришлось остаться одной. Вот. Это было, конечно, трудно. Наставников уже не было. Самой приходилось все самой восстанавливать после разрухи, после развала всего этого. Конечно, было трудно. Что мы преодолели эти трудности, нашли в ногу опять. Ну, трудности с чем были? Не было тканей, негде было их закупать, фурнитуру. Приходилось иногда выезжать. Вот. Тогда не очень-то были, дороги тоже свободные. Приходилось выезжать в Пятигорск, там закупать ткани, фурнитуру. Были бы рядом наставники, было бы, конечно, легче. Самой приходилось как-то выкручиваться. Трудновато, конечно, было. Зайнаб, вот ваше ателье, оно является довольно-таки известным в нашем городе, и поступает очень много положительных отзывов в ваш адрес. Можете чуть подробнее рассказать, какие материалы, ткани вы используете в своей работе при пошиве одежды? Ткани я сама подбираю. Предпочитаю я, конечно, шерсти, но сейчас их очень мало. Искусственных тканей очень много. Работать с ними, конечно, трудновато бывает. В обработке они не поддаются. Вот. Ткани импортного. Бывает китайские, закупаем. Иногда попадаются нам эти английские ткани. Очень редко, конечно, они очень дорогие. Вот. Фурнитуру тоже импортную закупаем сейчас. Львовская фабрика же не работает. Это раньше, в советское время, с Львова нам закупки были в Грузинском, на фабриках. У нас же были централизованные склады. На складах были все ткани хорошие. А этих складов нету. Нам приходится выезжать, закупаться в других регионах. Диана, сейчас в данный момент мы находимся в Закройной. Вот здесь начинается наш процесс моей работы. Вот закройный стол. Вот теперь это витрина моя. Вот витрина. Столько экземпляров интересных. Да, вот эти две ткани у меня называются они компаньон. Видишь, вот с этого шьют пиджак, с этого брюки. Также вот это компаньон. Видите, вот эти расцветки подходят к этим. Я более предпочитаю натуральные ткани, я люблю. Это шерсть советская. Советская шерсть, очень красивая, теплая она. Вот она в обработке, она очень удобная. И вещь сидит очень комфортно на заказчике. Угу. Зайнаб, а почему именно пошив мужской одежды? Я-то начинала ученицей на женском платье. Но отец мне сказал, только мужское. Вот это его наставление. Вот он захотел, чтобы я шила только мужское. Я об этом сейчас не жалею. Мне очень нравится. С мужчинами намного легче, чем с женщинами, кстати. Вот. Фурнитуру мы сами закупаем, ткани сами закупаем. Вот. Я заказчику, вот, если он говорит, вот с этой шить, я уже знаю, что этот цвет ему не подойдет. Я ему советую другую ткань. Он постоянно говорит, вот хорошо, что посоветовал ты. Тут, говорит, на мне, говорит, сидит вещь лучше, и цвет, говорит, к лицу подходит. Вот советую сама ткани, какие подойдут заказчику. Зайнаб, вот в ваш адрес звучат очень много положительных комментариев и отзывов. Какие методики вы используете в своей работе и вообще в работе с вашими клиентами в целом? Ну, с клиентами, как я работаю? Я люблю, когда клиент уходит очень довольный. Если он недоволен, ну я чувствую, когда он не очень довольный уходит, я переживаю, я неделю хожу уже как потерянная. Если заказчик несколько раз благодарит, уходит довольный, я бываю счастлива. Мое счастье заключается в том, что заказчик счастлив. Я начинала работать с улицы Путина, напротив ЦУМа нашего. У нас было ателье номер 8.
Там сейчас рестораны, парикмахерские открыли. Я особенно, когда подхожу к этому месту, у меня всплывает все, вся юность, молодость, работа. Начинаю, когда там работать. Вообще наш город вообще самый красивый и самый чистый. Это все благодаря нашему президенту Рамзану Ахматовичу. Да, Алшеву. В семье очень хорошие отношения сложились с детьми. Они мне всегда помогали, хорошо учились, никаких проблем не создавали. Конечно, было трудно военное время. После военного времени все сложности. Мне не приходилось их лелеять, жалеть их. Ну, все трудности они со мной проносили. Я им дала образование высшее всем. Все работают. Дочка со мной сейчас. Она моя правая рука. Помогает во всем. Работа, она меня всегда радовала. Я без этой работы, наверное, не прожила бы столько лет. Я люблю свою работу. Зайнаб, а вот какие ценности вы старались привить своим детям и своим внукам? Я им всегда говорила, чтобы они были всегда честными, справедливыми, порядочными людьми, чтобы потом мне не приходилось краснеть за них. Это у меня получилось, алхамдулиллах. Я очень довольна. Хотя это неприлично, хвалить своих детей, некрасиво это, но иногда можно. Вот это уже моя последняя награда. Вот. Это отличник бытового обслуживания. Это последнее, что я... Вот эти я получала в советское время. Победители 73-го, 74-го года. Это комсомольский знак. А вот какая из этих наград является для вас самой значимой? Самой значимой для меня является вот эта награда. Золотой знак. Я 5-летний план выполнила за 2,5 года. И меня наградили золотым знаком. В то время был председатель Совета министров Апряткин. Он мне его вручал. Вот эти награды, это победитель соревнований 73-й, 74-й год. Это ударником труда. Это мне с Москвы прислали вот эту награду значком. Самая значимая для меня награда – это награда «Отличник бытового обслуживания». Наградили меня в 2006 году. Вот эта награда для меня самая значимая. Тогда не было у нас помещений, даже не было. В этом ателье у нас проходила демонстрация моделей. Вот. Все еще не восстановлено было. У нас ателье. Вот тут проходил у нас конкурс демонстрации моделей. Молодежи я пожелала бы, чтобы они полюбили эту работу. Если они будут любить работу эту, они никогда не смогут никаких наград заслужить, никакой работы хорошей, никакого качества в работе. Вот. Я хочу, чтобы я бы очень пожелала бы им полюбить эту работу.